эфир я хочу посвятить людям, которые побывали в заложниках, не в зависимости от национальности и вероисповедания этих людей. В назидании молодежи, чтобы они сказали нет экстремизму, нет терроризму, нет конфликтам, нет межнациональной и межрелигиозной розни, чтобы они жили в мире и согласии на нашей необъятной земле. В этом эфире я хочу вам прочесть рассказ ингушского заложника, побывавшего в 1992 году в заложниках в Северной Осетии в Беслановской школе номер 1, где осетинский парень спас жизнь ингушскому парню, побывавшему в заложниках. Я хочу прочесть этот рассказ для того, чтобы молодежь Кавказа и всей России никогда не совершала подобных ошибок. Чтобы был мир, чтобы было согласие, и молодежь всей России и не только могли уживаться, дружить, ездить и переходить любые существующие границы, любые города, посещать их и чувствовать себя как дома. Итак, сейчас я вам зачту тайну Беслана, о которой молчат средства массовой информации и руководство Северной Осетии. Тайна Беслана, тайна школы номер 1. Кровавая история Беслановской школы началась вовсе не в 2004 году, а в 1992 году. И первыми заложниками этой школы, которых удерживали в том же спортзале, были не осетины, а ингуши. Документальную историю ужасов в концлагере для ингушей, который был размещен именно в школе номер 1 города Беслана, рассказал ингушским журналистам живой свидетель тех событий, бывший одним из узников этого концлагеря. Беслановская школа номер 1 была местом заточения ингушских заложников более 28 лет назад. Рассказ одного из заложников этой школы города Беслана, Измайлова Башира, 1975 года рождения, уроженца города Грозного. Я находился в заложниках у осетин с 1 по 6 ноября 1992 года в спортзале школы номер 1 города Беслана. Мне тогда было 17 лет, и я никогда не забуду эти события. Я родился и вырос в Грозном. Отец мой умер, когда мне было 12 лет, и мать одна воспитывала нас и еще 2 моих братьев. В 1992 году я окончил школу. Мама отправила меня в Нальчик к своему двоюродному брату, чтобы он помог мне поступить в университет, рассказывает бывший заложник. Провалившись на экзаменах, я продолжал проживать в Нальчике у дяди, часто навещая маму и младших братьев. 1 ноября 1992 года я в очередной раз выехал в Грозный на рейсовом автобусе Нальчик-Грозный. В автобусе шли разговоры, что началась, мол, война между осетинами и ингушами, что вряд ли автобус пропустят в город Грозный. Наш автобус остановили в городе Беслане. В салон зашли несколько мужчин с автоматами. Они были возбуждены, кричали на плохом русском языке, требуя документы у всех пассажиров. Как только они видели в паспорте национальность ингуш, пассажира сразу же грубо выталкивали из автобуса. Я заметил, что паспорта людям не возвращали, и чтобы сохранить свой документ, сказал, что у меня нет паспорта, но я являюсь ингушом. Тогда один из мужчин схватил меня за руку и начал тащить к выходу. Всего из автобуса вывели около 10 ингушей, среди которых были 2 женщины с детьми. У одной грудной ребенок, у другой мальчик 4-5 лет. Вокруг нас собралась возбужденная толпа осетин. Я обратил внимание, что недалеко стоял еще один автобус, из которого тоже выводили людей. Этот автобус был окружен вооруженной толпой, и 2 милиционера пытались не допустить самосуда, активно споря с гражданскими. У меня сохранялась вера в милицию, и я надеялся, что эти 2 милиционера обратят и на нас внимание. К нам они так и не подошли.
Нас оскорбляли из толпы и говорили, что якобы ингуши убивают осетин. Вдруг подъехала белая шестерка, из которой выскочили два автоматчика. Они с криком ингуши выхватили одного парня из нашей группы, затолкали его в машину и уехали. Позже мне объяснили, что на расстрел. Все это время я воспринимал происходящее не совсем серьезно. Через некоторое время подъехал потрепанный автобус. Меня удивило, что в нем не было сиденьев. И что нас затолкали в него и положили на пол. Даже женщины с детьми. Помню, как одна из них, та, которая с грудным ребенком, плакала и просилась на сиденье. Привезли нас в здание школы номер 1 и загнали в помещение спортзала. Там уже находились около 100 с лишним ингушей. Мужчин, женщин, детей. Многие из них были захвачены на дороге Ростов-Баку, проходящей через Беслан, когда ехали на рейсовых автобусах и на собственных машинах. Ближе к вечеру привезли еще человек 20 ингушей. Они объяснили, что их сняли с самолета, прилетевшего в аэропорт Беслан из Москвы. Помню, как они рассказывали, что осетины забрали все деньги и золотые изделия. Присвоили их багаж. В спортзале не было стульев, туалета, нас не кормили, нам не давали воду. Охранники постоянно оскорбляли мужчин, придирались по любому поводу. Вечером, когда начали плакать маленькие дети, один из заложников, его звали Тимур, он тоже был из Грозного, потребовал, чтобы отпустили женщин с детьми или их отвели в другое помещение, где можно покормить. В ответ на это требование один из 15 наших охранников, круглолицый осетин низкого роста, начал стрелять из автомата поверх голов. Его одернул другой осетин, даже попытался забрать у него автомат. Пули попали в стену и осыпалась штукатурка. Круглолицый случайным выстрелом прострелил себе ногу, после чего бежавшие еще несколько вооруженных осетин их обоих увели. Ночью заложникам позволили выходить по одному в туалет. Однако ни воду, ни хлеба не принесли. Особенно было жалко детей. Я с большим трудом заснул на полу, надеясь, что завтра нас освободят. На следующий день начались события более ужасные, которые никогда не сотрутся с моей памяти. Утром в спортзал стали врываться возбужденная группа людей, как они представлялись, ополченцы, гвардейцы. Они рыскали по спортзалу, выводили мужчин и жестоко их избивали. Выбирали они их в основном молодых, крепких. Сильно избили моего знакомого Тимура. Особенно много ударов наносили в голову. Затем они отобрали около 5 парней. Я помню, что один из них был Яндиев, которого взяли в заложники в аэропорту и вывели на улицу. Раздались выстрелы и их расстреляли. Я все время держался рядом с Тимуром и с женщиной Лейлой из нашего автобуса, помогая ей возиться с грудным ребенком. И когда к Тимуру подошли 2 осетин с автоматами, чтобы вывести на расстрел, они кричали, что убили, мол, якобы какого-то осетина, и им нужно еще одного ингуша обязательно по этому поводу расстрелять. Я набросился на них с кулаками и получил сильный удар прикладом по голове. Другие мужчины тоже начали кидаться на вооруженных осетин. Тогда в нас начали стрелять в упор. Убили Тимура и еще 2 ребят. И одного пожилого ингуша по имени Багаудин ранили. Осетины вынесли 3 трупа, а раненого в голову и в грудь Багаудина оставили на полу. Я не мог смотреть в его сторону, так как впервые в своей жизни увидел кровь убитых людей. Другие заложники помогали Багаудину, перевязывали рану, используя в качестве бинта собственные рубашки. Из-за удара прикладом по голове меня сильно тошнило. Я попросил одного из охранников, которого звали Таймураз, дать мне выйти в коридор, чтобы не стошнило на пол. Он сопроводил меня до туалета, там я потерял сознание, очнулся уже в спортзале. Мне казалось, что прошло много времени, оказывается, всего 1 час. С момента расстрела в зале 4 ингушей. Раненый Багаудин умер. Начала умирать грудная девочка Лейлы. Возмущенные
Требования старших ингушей освободить Лейлу осетины не воспринимали. Особенно измывался один из них, предлагая задушить девочку и, мол, объясняя это тем, что ей так будет легче умереть. Я все еще был в шоке от совершенного на моих глазах убийства четверых ингушей, среди которых оказался мой товарищ, по несчастью, Тимур. И долго не мог прийти в нормальное состояние. В зале было 17 детей в возрасте от 5 месяцев до 11 лет. Надо отметить, что кроме самых маленьких, которые плакали, остальные вели себя мужественно. Я постепенно вступил в контакт с охранником Таймуразом, который был старше меня всего лишь на 2 года. Он рассказывал, что ингуши, мол, якобы напали осетины, что идет война и так далее. Во время разговора с ним в зал опять с криками и руганью ворвались 5 или 6 вооруженных автоматчиков осетин. Они наспех начали отбирать мужчин среди заложников и связали им руки. 2 из них подошли ко мне и подтолкнули к группе отобранных. Таймураз вступился за меня, объясняя им, что я еще молод. Они начали ругаться друг с другом на осетинском языке. Но Таймуразу удалось отбить меня. 3 мужчин вывели на улицу и больше не приводили. Таймураз сказал, что их повезли расстреливать, что он спас ему жизнь. 2-ю ночь я так и не смог заснуть. Утром услышал стоны Лейлы. Потом раздались крики других женщин. Постепенно до меня дошло причина этих криков. Умерла девочка Лейлы, и по всему залу причитали женщины, отворачиваясь друг от друга. У меня не было сил реагировать на случившееся. Я встал и пошел искать Таймураза. На дежурстве были уже другие охранники. Таймураза я больше так и не увидел. Лейла, мать умершей девочки, потеряла сознание. В это страшное утро нам впервые в зал принесли 20 буханок хлеба и бросили на пол. Воду принесли только ближе к обеду, 3 ведра. Лейлу с трупиком девочки куда-то увезли, и с тех пор мы ее больше не видели. 4 ноября осетины увезли несколько женщин с детьми. Сказали, что на обмен. 5 ноября из нашего зала отобрали 5 парней и увезли, как я узнал, на расстрел. В этот же день вечером спортзал посетил какой-то высокий чин из Москвы. Я помню, что он назвал себя руководителем какой-то комиссии и спрашивал про условия их содержания. После его ухода в спортзал ворвались вооруженные осетины и увезли сразу же 10 парней, среди которых был студент из Орджоникидзе Баркинхоев. Их расстреляли, и наши охранники жаловались своему старшему руководителю, что, мол, заложников забирают и расстреливают без ведома какого-то другого командира, более высокого ранга, которому, как я понял, они подчинялись все. Для меня ад закончился 6 ноября. В этот день всех женщин и детей вывезли из школы и посадили в автобус, специально приехавший из города Назрани. Потом зашел милиционер и стал отбирать еще заложников, чтобы посадить в этот же автобус. Несмотря на мои протесты, мужчины выбрали меня, считая меня молодым, и я оказался в числе освобожденных. Около 70-80 заложников в спортзале на тот момент еще оставалось. Автобус привез нас в Назрань, на центральную площадь. Много времени прошло с того времени, и место своего страшного плена я увидел в сентябре 2004 года. Это город Беслан, школа номер 1. Да, именно тот самый спортзал, где я и сотни других ингушских заложников пережили настоящий ад. Я обращаюсь ко всем россиянам, молодежи Северного Кавказа. Никогда не повторяйте ошибок, совершенных взрослыми, совершенных против другого народа, других людей. Никогда не берите в руки оружие, никогда не совершайте такого рода преступлений. Мира вам, дружбы и взаимопонимания.